Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Органами прокуратуры республики во взаимодействии с органами контроля и правоохраны проводится системная работа по предупреждению и пресечению нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Какая ситуация складывается в этой сфере, мы поговорим сегодня. Гостья в студии Ирина Саян, прокурор отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере Управления по надзору за исполнением федерального законодательства. Ирина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот каким образом прокуратура участвует в обеспечении безопасности дорожного движения? Прокуратура в первую очередь является надзорным органом, поэтому осуществляет надзор в сфере исполнения законов в сфере безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах, дорожной деятельности, транспортной безопасности путем проведения плановых и внеплановых проверок. Субъектами проверок являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, правоохранительные органы, контролирующие органы и организации. Кроме этого, проводится постоянный мониторинг состояния законности в названной сфере, проводится профилактическая работа, а также координационная работа. То есть координация заключается в координации деятельности вышеуказанных органов государственной власти и правоохранительных органов для того, чтобы улучшить состояние законности в данной сфере. Вот какие типичные нарушения выявляются органами прокуратуры и каковы их последствия? Чаще всего выявляются такие нарушения, как несвоевременное проведение текущего капитального ремонта дорожного полотна, ненадлежащее содержание улично-дорожной сети, отсутствие освещения, дорожных знаков и все, что касается дорожной инфраструктуры. Кроме того, особое внимание прокуроров нацелено на исполнение государственных и муниципальных контрактов на строительство, ремонт дорог. Так, в данной сфере выявляются такие нарушения, как несвоевременное исполнение контрактов со стороны исполнителей, а также бездействие со стороны заказчиков, то есть это государственные, муниципальные органы, учреждения. Также в последнее время прокуроры нацелены на лишение права управления транспортными средствами лиц, которые имеют для этого противопоказания. То есть это может быть психические расстройства, наркотическая зависимость. За текущий год прокурорами лишены права управления транспортными средствами более 100 лиц, которые имеют противопоказания. А также выявляются нарушения, связанные с непрохождением технического осмотра транспортных средств, прохождением медицинского осмотра самих водителей. Такие нарушения выявляются чаще всего в образовательных учреждениях, где водители автобусов обязаны перед каждым выездом проходить медосмотры и технический осмотр. Вот какова роль водителей в сфере обеспечения безопасности дорожного движения? Какие нарушения чаще всего ими допускаются? Вы уже некоторые перечислили. Да, водитель — основной участник дорожного движения, и, как показывает статистика, основной причиной ДТП всегда является вина водителя. То есть за этот год более 80% ДТП совершены именно по вине водителей. Основными нарушениями, которые допускаются водителями, это является, конечно же, выезд в состоянии алкогольного опьянения, а также несоблюдение мер безопасности, в том числе нарушение правил дорожного движения, выразившиеся в выезде на встречную полосу, нарушение правил расположения транспортного средства на дорожном участке, а также нарушение правил пешеходного перехода. Как вот на территории нашей республики работает автоматизация, да, вот в части фиксации нарушений, и каким образом установленные камеры участвуют в обеспечении безопасности дорожного движения? В последнее время активно в нашей республике реализуются мероприятия по внедрению автоматизированной фиксации нарушений, то есть это камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Они внедряются во исполнение указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года номер 204 о стратегических целях и задачах
по развитию Российской Федерации на период до 2024 года. Так, в нашей республике действует 170 камер автоматической фиксации нарушений, в том числе по городу Якутску их расположено порядка 60, на региональных автодорогах 37, на федеральных 39. Данные камеры, считаю, что показали свою эффективность и являются действенным механизмом для обеспечения безопасности дорожного движения. Ну, есть ли план, по увеличению числа камер? Есть какая-то информация в этом направлении? Да, конечно, поскольку они являются эффективным методом, то ежегодно выделяются средства для этого, для закупки камер фиксации нарушений, и проводится работа по их установке. Какие вот причины для установления дополнительных камер? То есть их эффективность, наверное, в первую очередь, да? Они дисциплинируют водителей в первую очередь. В первую очередь. Да, для снижения скорости движения. И таким образом наблюдается снижение количества ДТП. Влияют ли камеры в фиксацию нарушений на состояние аварийности, в принципе, если говорить? Если смотреть в разрезе годов, то да, каждый год количество камер увеличивается, и количество дорожно-транспортных происшествий в связи с этим уменьшается. Наблюдается ли рост ДТП вообще в целом, да? И какие меры принимаются для того, чтобы снизить число дорожно-транспортных происшествий? Из года в год в нашей республике количество дорожно-транспортных происшествий остается на высоком уровне, к сожалению. Для этого принимаются меры, прежде всего, профилактического характера. То есть проводится профилактика всеми органами правоохраны, а также органами государственной власти и местного самоуправления. Даже муниципальными государственными учреждениями. В школах тоже проводится именно профилактика, как дети должны вести себя на дорогах. Данная профилактическая работа координируется органами прокуратуры как в районах, так и на уровне республики. Координационное совещание руководителей правоохранительных органов проводится, выявляются проблемные вопросы и реализуются мероприятия по решению этих проблемных вопросов. И даже освещение в средствах массовой информации сведений о назначенных приговорах, наказаниях административных для водителей, которые нарушили правила дорожного движения, это тоже является своего рода профилактикой. А если говорить вообще о временах года, по временам года судить, когда чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия? Зимой, либо летом, либо в межсезонье, может быть? Больше всего, конечно, в летнее время. В летнее время, потому что количество автомобилей в летнее время увеличивается, и, к сожалению, пьяных водителей тоже больше становится. А если говорить вообще, по происшествиям, например, чаще всего на федеральных трассах происходят аварии, либо в городе, здесь, где Чаще всего в населенных пунктах. В первую очередь в городе Якутске. В первую очередь в Якутске, да? Ну вот, может быть, были какие-то резонансные, крупные ДТП в республике в текущем году? Да, в Момском районе летом этого года было совершено дорожно-транспортное происшествие, в результате которого под воду при переходе через реку под воду ушел автомобиль, который перевозил 11 пассажиров. 11 пассажиров, это было летом этого года. Местный житель организовал перевозку пассажиров с села до города Якутска, по-моему. И при переходе через реку автомобиль пришел в неисправное состояние, прекратил движение и начал уходить под воду, в связи с чем жизнь и здоровье пассажиров, конечно же, подверглись опасности. Службой спасения республики были проведены спасательные мероприятия, затрачены соответствующие средства для перевозки этих пассажиров в безопасное место. И в связи с этим прокуратурой Момского района было внесено представление в ГИБДД. Также
По постановлению прокурора было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил перевозки». И данное дело находится на расследовании сейчас. Кроме того, прокурором Мамского района было предъявлено исковое заявление о взыскании с виновников расходов, понесенных службой спасения для спасения пассажиров. Данное исковое заявление было удовлетворено в полном объеме, и с организатора перевозки изыскано более 3 миллионов рублей. Ну, могу сам сказать, да, в новостной повестке достаточно часто мы видим, да, информацию о происшествиях на дорогах. А вот, на ваш взгляд, как можно снизить аварийность на дорогах? Что можно сделать для этого? Для этого необходимо, я считаю, проводить правовую профилактику и просвещение водителя в первую очередь, потому что водитель является основным участником дорожного движения, и каждый водитель должен понимать, что он несет ответственность в первую очередь перед собой, перед своей семьей, перед обществом, и каждый раз, выезжая на дорогу, соблюдать правила дорожного движения. Что ж, Ирина Петровна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы на благо республики. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.